Доброе утро, Республика! Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тантосова. Как всегда, у нас самое светлое, доброе, хорошее семейное утро для всех поколений семьи. Можно собраться за столом, позавтракать, выпить ароматного чая в такой морозный, но еще довольно теплый день. Кстати, об этом мы тоже расскажем. Сделаем вместе зарядку, расскажем о том, какой сегодня знаменательный, поговорим с интересными гостями. Да, ну и напомним, что сегодня у нас среда, да, и это очередной рабочий день. И наша задача, чтобы этот день у вас начался очень бодро и весело. И в душевной компании, главное. Да, это самое главное. Ну а мы напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», на который вы можете подписаться прямо сейчас, используя QR-код, который вы видите на своем экране. Ну и, конечно, там мы выкладываем все самое-самое интересные новости и иногда даже дарим подарки. Более того, выкладываем анонсы на наши конкурсы, в которых вы можете поучаствовать, рассказываем о том, на какую тему с нами по телефону можно поговорить. Ну и, конечно, выкладываем список продуктов, чтобы вы могли приготовить интересное, вкусное и полезное для всей семьи блюдо вместе с нами. Ну или все, что вы пропустили во время эфира. Ну а прямо сейчас давайте не пропустим погоду. Итак, в центральных районах сегодня минус 23, минус 26, в Заречной группе 22, 33, ниже нуля. В южных 12-20 градусов холода, в Вилюйской группе минус 10, минус 18. В Нижнеленских 17-18 со знаком минус. В западных районах минус 6, минус 11. В Колымо-Нигерской группе Улусов 23-39 градусов мороза. В Янских 36-39 ниже нуля. На северо-западе минус 22, минус 27. В Якутске температура в 6 часов утра стало холоднее, это минус 22 градуса, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем слабый снег, ветер северо-восточный 2,5 метров в секунду, но температура пока еще держится 17-19 ниже 0. Ну что, сейчас мы узнали, какая погода за окном, соответственно, знаем, что надеть перед выходом на работу. Ну и, конечно, мы предлагаем вам нашу подборку новостей к этому часу. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Далее блок новостей. Путин поручил сократить сроки предоставления средств на мост через реку Лену. Доклад глава государства ждет до 15 декабря. Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Якутии рассмотреть вопрос о сокращении сроков предоставления средств федерального бюджета на финансирование проекта по строительству мостового перехода через реку Лену, говорится в документе. Ожидается, что строительство Ленского моста для Якутии станет новым этапом социально-экономического развития. Впервые будет создано круглогодичное сообщение столицы региона с большей частью территории. Молодые семьи участников военной спецоперации смогут в приоритетном порядке получить выплаты на покупку или строительство жилья. Это следует из постановления правительства страны, опубликованного на официальном сайте Кабмина. Речь идет о семьях, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и в которых каждому супругу меньше 35 лет. Также господдержку может получить одинокий родитель того же возраста, воспитывающий одного или нескольких детей. Для этого нужно будет предоставить документ о том, что один или оба супруга участвовали в СВО. Размер выплаты будет составлять 30% от стоимости жилья для бездетных семей и 35% для семей с детьми. Президент России Владимир Путин поручил проверить законность роста цен на отечественное энергетическое оборудование. Он поручил Федеральной антимонопольной службе, Минпромторгу и Минэнерго проверить указанную информацию и при ее подтверждении принять необходимые меры. Российский лидер также распорядился обсудить целесообразность регулирования цен на твердое топливо, из которого производят электроэнергию в Дальневосточном федеральном округе, учитывая необходимость сформировать устойчивую финансовую модель работы Федеральной гидрогенерирующей компании и ее дочерних предприятий. В прошлом году на полях второго федерального форума «Цифровой алмаз» было подписано соглашение о социальном партнерстве между Республикой Саха-Якутия и группой компаний «Нордголд», которая ведет свою деятельность в Алекминском районе. Результатом соглашения стала прокладка линии ВОЛС от села Тока до двух отдаленных поселений в Алекминском районе – Тяня и Бескёль. Сегодня глава Якутии Айсен Николаев в торжественной обстановке запустил линию ВОЛС в работу, и теперь у жителей села появился высокоскоростной доступ в интернет. Благодаря этому у них появилась возможность не
только связи, но и возможность использовать госуслуги, услуги онлайн-банков, а дети, обучающиеся в сельских школах, смогут участвовать в дистанционных олимпиадах. Запуск разрешаю. Внимание на экран. «175 километров проложено, и мы очень рады тому, что действительно села получили высокоскоростной, качественный доступ в интернет на постоянной основе. Вот строительство заняло ровно год. Простроили, как я считаю, в рекордно быстрые сроки. Честно говоря, мы даже для себя не всегда так быстро строим, как построили эту линию до наших сел. В Якутске с 15 по 17 ноября на Комсомольской площади пройдет ярмарка мяса свежего забоя ИДГ, сообщает Минсельхоз Республики. Как сообщают организаторы, на ярмарке мясо будут продавать полутушами и четвертинами, что позволит наглядно отследить по печати место его происхождения. Для удобства покупателей будут работать цеха по распиловке мяса. В музее «Россия. Моя история» прошел региональный этап первой научно-практической конференции «Навигаторы детства. Новая философия воспитания». Главная цель конференции – актуализация и продвижение эффективных методов воспитания. Ее участниками стали порядка 50 ведущих советников по воспитанию школ республики. На конференции они представили свои наработки и идеи в области образования, которые успешно реализовали в своих учебных заведениях. Победители примут участие во всероссийском этапе мероприятия, которое пройдет в декабре. Мы ищем новые инструменты, получается, для воспитания настоящих граждан и патриотов своей страны. Да? То есть, какие мы условия должны создать в школах нашей республики, чтобы у нас дети с малых лет вырастали гражданами и патриотами своей страны, своей республики и своей малой родины. Сегодня во всем мире отмечают День доброты. Это значит, что нельзя злиться, нужно постараться быть добрым. В очереди пропускаем друг друга, в общественный транспорт заходим с улыбкой, обнимаем любимых коллег, заносим любимому начальнику чашечку кофе и желаем всем доброго настроения. Я, правда, думаю, что после этого все очень удивятся. Да, и вечером будьте добры с санитарами, которым вызовут ваши коллеги. Это, конечно, шутки, друзья. Действительно, сегодня давайте будем немножко подобрее. И я надеюсь, что добро, конечно, вернется вам. Ну а какие еще даты и события сегодня связаны, да, с сегодняшней датой? Давайте прямо сейчас узнаем из нашей рубрики. На календаре 13 ноября. Сегодня Всемирный день доброты, Международный день слепых, День войск радиационной, химической и биологической защиты России, День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил России. По народному календарю Спиридон и Никодим. На Руси в этот день полагалось переводить кур в зимние закуты, а также отмечать старых и слабых, выбирать птицу на убой. Готовили разные блюда из курятины. В некоторых районах на Никодима и Спиридона отмечали свой праздник рыболовы. Охотники в это время выходили на первую заячью охоту по свежему снегу. Этот день в истории. В 1872 году, 13 ноября, вышло в свет первое издание азбуки Льва Толстого. Толстой использовал лучшие из сказок, басен, былин, пословиц, поговорок. В 1921 году в Москве открылся Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. А в 1938 году в этот день в Москве основан Институт машиноведения. В 1971 году автоматическая межпланетная станция «Маринер-9» вышла на орбиту и стала первым искусственным спутником Марса. В этот день родились Георгий Бабакин, советский инженер-конструктор, создатель советских луноходов; Михаил Николаев, первый президент Республики Саха-Якутия; Вупи Голдберг, американская актриса, телеведущая, продюсер, сценарист; Джерард Батлер, актер; Ольга Орлова, певица, ведущая, актриса. Именины отмечают Мавра, Анатолий, Иван, Петр, Артемий, Николай, Леонид, Сергей и Алексей. Сегодня 13 ноября, день рождения первого президента Михаила Ефимовича Николаева, всеми нами глубоко уважаемого духовного лидера, отца-основателя Республики Саха-Якутия. Признавая его выдающийся вклад, Айсен Сергеевич в 2022 году издал указ о том, чтобы 13 ноября объявить Днем инноваций.
Рады вам представить нашего утреннего гостя. Это Юрий Иванович Семенов, руководитель библиотеки архива первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, Николаев-Центра. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о Дне инноваций, какие мероприятия запланированы. Да, День инноваций, он не случайно сегодня именно связан с именем первого президента нашей республики. Мы все прекрасно знаем, что в масштабах страны и даже в международном плане Михаил Ефимович всегда был большим новатором, начиная от международных спортивных игр «Дети Азии», которые в мировом масштабе стали первыми олимпийскими движениями в области не только пропаганды здорового образа жизни, но и вообще спортивного движения. Это массовая компьютеризация школ, первое подключение интернета школ, вообще общеобразовательных учреждений, это инновации в медицине, здравоохранении, в образовании и много-много другое. Поэтому, понимая, что именно постоянное внедрение новых форм различных технологий, которые меняют качественно нашу жизнь, и отдавая должное уважение первому президенту, наш глава Арсений Сергеевич этот день связал не только с первым президентом, но и вообще инновациями, как таковой философией развития, с которым синонимом является сам первый президент нашей республики. Поэтому мы очень надеемся, что этот праздник устойчиво будет отмечаться и пониматься как День первого президента нашей республики и День поступательного развития нашей республики. Михаил Ефимович сам очень хотел, чтобы инновации не только в крупных предприятиях, организациях науки и образования были, они были в каждом доме, которые могли бы позволить сэкономить жизнь, улучшить жизнь каждого человека, с одной стороны, чтобы они были в каждом селе, в каждом городе, которые бы создавали условия для развития комфортной жизни наших населения, нашей громадной, необъятной республики, с одной стороны, живущих в таких сложных природно-климатических условиях. Мне кажется, это очень здорово, что в первую очередь, вспоминая не только дату, получается, связанную с его деятельностью, мы будем вспоминать о том, какой вклад, что это начиналось все с него. И как надо это развивать в дальнейшем. И продолжать, да. Да, вот вы спросили, какие мероприятия будут сегодня. Их по всей республике большое множество. С одной стороны, в библиотеках будут библиотечные дни, посвященные Михаилу Ефимовичу, в школах уроки первого президента, в различных предприятиях, в том числе созданных ими, в большом количестве учреждений, вспоминают сегодня первого президента, отдавая ему должное. А у нас в городе Якутске состоится презентация энциклопедии электронной, посвященной первому президенту. Это, можно сказать, единственное большое энциклопедическое издание руководителю в масштабах страны. Подобных энциклопедий нету. Мы начинаем его формировать и приглашаем краеведов, историков, ученых, специалистов, да любых жителей внести свой вклад. И если они так или иначе связаны с именем первого президента нашей республики, то они могут направить нам. Это можно на сайте Николаев-Центра посмотреть. Сегодня также в 4 часа по нашему Якутску будет большой концерт «Махтал», благодарность, который организуют выпускники и студенты Высшей школы музыки, нашей балетной, именитой балетной школы, а также артисты. Мы всех приглашаем отдать, так скажем, дань уважения нашему первому президенту. Это все бесплатно, вход свободный в Доме дружбы народов имени Кулаковского. И, конечно, вечером сегодня в национально-вещательной компании состоится документальный фильм «Воспоминания о первом президенте» 21:15. Тоже всех приглашаю посмотреть. И впервые будет вручена государственная стипендия. Раньше это вручал сам Михаил Ефимович в свой день рождения, стипендию «Знанием победишь». А по указу Арсения Сергеевича в рамках увековечения памяти эта стипендия стала государственной. И сегодня 2 часа дня в квартале труда в рамках большого форума «Цифровой алмаз» будет вручаться эта государственная стипендия выдающимся учителям, ученикам, тренерам, педагогам, которые так или иначе проявили свои выдающиеся одаренности дети и заслуги педагоги. И еще ряд много крупных мероприятий. Приглашаю всех принять в нем активное участие. Да, спасибо, Юрий Иванович. Потрясающе. Мы также присоединяемся и приглашаем наших телезрителей посетить мероприятия, которые пройдут сегодня. Проделана огромная просто работа, мне кажется, это фундаментально. А энциклопедию как можно будет посмотреть и где будет ссылка? Энциклопедия сегодня будет презентация у нас в историческом зале Национальной библиотеки в 11 часов. Также всех приглашаем. Ссылка, она будет доступна. Так просто и вводится энциклопедия первого президента, и она будет доступна в электронном варианте. Она уже имеется, даже сегодня уже
можно посмотреть. Ссылка также будет на сайте Николаев-центра. Там будут книги, труды, фотографии, фильмы, видео, посвященные первому президенту, личностям, которые являются соратниками, сподвижниками первого президента. Это выдающийся Климент Егорович Иванов, Евгения Савина Михайлова, Матвей Васильевич Мучин, Андрей Александрович Борисов, директора сети школ первого президента. Это выдающиеся артисты, те личности, которые сияли на нашем северном небосклоне, как яркие звезды наших северных широт, которые в 90-х годах заблистали и сегодня блистают. Это выпускники международных спортивных игр «Дети Азии», как Георгий Балакшин и многие-многие другие. Поэтому я призываю якутян, которые знают, мы же тоже физически всех не можем в эту громадную энциклопедию, в электронном, которая практически бесконечно всех положить, поэтому призываю, направляйте своих родителей, может быть, своих одноклассников, которых вы считаете внесли достойный вклад в развитие родной республики, своего народа, чтобы мы включили. Конечно, есть методическая комиссия, которая смотрит правильное оформление, достоин ли человек, и после этого мы заносим в эту электронную энциклопедию. Она будет делаться долго-долго, я надеюсь, она будет продолжаться, история будет жить. Спасибо. Конечно, с такими значимым вкладом, конечно, безусловно. Спасибо вам за вашу работу, спасибо, что нашли время поделиться в этот значимый день. Ну, а мы призываем, в свою очередь, не отставать, приобщаться к этим мероприятиям, потому что это очень важно, это, правда, огромный вклад в развитие нашей республики, ну и, конечно, приложить свою руку к энциклопедии тоже, потому что я уверена, что рядом всегда есть люди, которые достойны, чтобы внести их имя в историю, и они тоже являются выпускниками тех школ, тех проектов, которые были реализованы. Спасибо. Спасибо. Улицы родного города — это целая история его известных жителей и исторических личностей, которые внесли вклад в развитие всей страны. Так, в декабре 1091 года Михаил Николаев избран всенародным голосованием на альтернативной основе первым президентом Республики Саха-Якутия. И спустя годы, отмечая его неоценимый вклад в развитие республики, чтобы увековечить его память во времени, автодорожная улица в Якутске переименована в проспект Михаила Николаева, а на его пересечении Сергеляским шоссе планируют установить памятник первому президенту республики. Подробнее о проспекте мы расскажем вам прямо сейчас. Добрый день, дорогие друзья! Сейчас мы находимся на проспекте имени первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Но таковым он был не всегда. До этого проспект имени Михаила Ефимовича Николаева назывался улицей Автодорожной. И так было ровно до тех пор, пока нынешний глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич не подал указ в администрацию города Якутска на изменение названия данной улицы. Данная работа была проведена для того, чтобы увековечить память о первом президенте Республики Саха-Якутия. Родился он 13 ноября 1937 года и дальше работал по своему профилю в Жиганском районе, после чего перешел на комсомольскую работу. Он был министром сельского хозяйства республики. Именно в этот момент он добился открытия Якутского сельскохозяйственного института, ныне известного как Арктический государственный агротехнологический университет. Во время съезда народных депутатов республики он выдвинул идею о том, чтобы повысить политический статус республики до суверенного, что сделало нашу республику самостоятельной. И вот 20 декабря 1991 году Николаев Михаил Ефимович был избран первым президентом Республики Саха-Якутия. За время работы на посту президентом он успел сделать очень много всего для нашей республики. К примеру, открыл больше 200 школ по селам и городам всей республики. Открыл первые в мире детские спортивные международные игры «Дети Азии». Он очень активно участвовал в жизни нашего города и делал все для нашего народа. И это все, что мы видим, это, можно сказать, одна из его заслуг. Это лишь малая часть того, что он сделал для процветания нашей республики и развития. В данный момент на этом районе проходит активная перепланировка и стройка. И я желаю дальнейшего развития и процветания данной улицы.
Мы присоединяемся к таким замечательным пожеланиям, чтобы улица процветала, чтобы она осталась в истории. Ну а сейчас хочется вспомнить традиционные летние массовые утренние зарядки. Уже давно они, конечно, закончились, но вспомните тот заряд бодрости и энергии. Но что, готовы? Поэтому давайте сейчас мы тоже вспомним, зарядимся солнечной энергией и представим, что у нас массовая зарядка дома с семьей. Начинаем прямо сейчас. Доброе утро! Сегодня мы продолжаем комплекс с детишками. Сегодня сделаем растяжку также на осаночку и на хорошее самочувствие перед нашим рабочим днем. Аня, давай ложимся на коврик. И ручками делаем вдох, выдох, руки вниз. Еще раз вдох, выдох. И как струночка потянулась, ножки, ручки. 4, 3, 2, 1. Ручки по сторонам раскинули. Хоп. Ножку поставила правую налево и пошли. Вытяжение позвоночника. Хоп. И обратно. Голова в ту сторону смотрит. Хоп. В обратную сторону. Аня, ко мне смотри. Хоп. И последний раз. На выдохе. Хоп. Хорошо. Ножку поменяли. Теперь лево и уходим в правую сторону. Хоп. Поставила. И в правую сторону ножка, голова влево. Выдох. Вдох медленно. Выдох. Поясничка, спинка отдыхает. Еще раз. Выдох. И снова как струночка потянулась. 3, 2, 1. Давай лодочку сделала. И вперед-назад покачалась. В стороны. И снова вытянулась. 3, 2, 1. Себя обняла. И пошли. Вдох. Руки раскинула. Выдох. Дыхательная гимнастика. Вдох. Выдох. И третий раз. Вдох. Выдох. И теперь поясничку растянем. Ножку к себе потянула. 3, 2, 1. Голову прижали. Хоп. Голову положила. Коленку выпрямила. Левую ножку к себе тянем. 3, 2, 1. Хоп. Положила. И вытянулись. Тянемся. 3, 2, 1. Ручку одну вниз пошли. Одна наверху. И пошли. Раз наверх. 2, 3, 4. Молодец. 5, 6, 7, 8. Хорошо. Снова потянулись. 3, 2, 1. Ручки Анечка вот так согнула. В локтях. Хоп. И пошли вниз. Плечевой сустав. 2, 3, 4, 5. Хорошо. Одну руку наверху оставь, а другую внизу. Разноименные пошли. Хоп, хоп. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. И потянулась снова. Тянемся. Вдох, 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 вдох. И отпустила. Выдох. Ножку к себе правую потянули. И в другую сторону. Правую ножку. Ножку тянем. И в сторону потянули корпус. Хорошо. Опустили. Другую ножку. Хоп. И потянули. Опустили. Хорошо. Потянулись. И с выдохом. И за ножку взяли. И поднялись. Вот такой комплекс мы сделали на растяжку, на пробуждение. Всем хорошего дня! В эти дни в столице Якутска в спортивном комплексе «Дахсун» проходит захватывающий турнир Национальная студенческая футбольная лига, высший дивизион. В нашей студии сегодня Вишневский Дмитрий Александрович, ректор Донбасского государственного технического университета, Луганская Народная Республика, Стукалов Андрей Николаевич, президент Национальной студенческой футбольной лиги, председатель комитета по этике Российского футбольного союза. Доброе утро. Доброе утро. Андрей Николаевич, вчера состоялся первый матч между командами Северо-Восточного федерального университета и Санкт-Петербургского горного университета. Насколько было жарко и, главное, с каким счетом закончилась встреча? Ну, не очень утешительно. Встреча закончилась первым, на мой взгляд, таким рабочим поражением 1-3. Горный университет у нас сегодня в лидерах, поэтому они борются за тройку в группе «Б». А Северо-Восточный федеральный университет пока в низшей части турнирной таблицы, но вчера ребята показали очень интересный футбол и, на мой взгляд, очень достойно 1-3 проиграли. Самое главное, что забили первый свой гол на этом турнире. Какие еще команды увидят наши болельщики на поле Дахсуна? Вчера утром прилетела команда
Донбасского государственного технического университета из города Алчевска, Луганская Народная Республика, и, соответственно, Московский энергетический институт. И отсюда у нас получается, что две столицы, северная столица Санкт-Петербург, Москва и Луганская Народная Республика представлены на этом турнире в Якутии. Ну, будет захватывающий достаточно. Очень интересно было. Дмитрий Александрович, вчера также прошла встреча с ректором СФУ Анатолием Николаевым. Какие вопросы обсудили и насколько перспективной стала рабочая встреча? Ну, мы говорили не только про спорт. Вот, нам очень интересно посотрудничать во всех сферах, в науке, в образовании. Обсудили некоторые совместные программы. Это горное направление и машиностроение, где можем посотрудничать. Вот сейчас своих ученых подружим, и студентов в том числе, и будем ехать дальше. Отлично. Хорошее сотрудничество. Перспектива вообще замечательная. Так, что сегодня представляет из себя НСФЛ? Сколько команд сегодня в нее входит? Национальная студенческая футбольная лига — это 41 команда в высшем дивизионе и более 300 команд в общероссийском дивизионе. Соответственно, мы сейчас говорим о группе «Б» высшего дивизиона. Это предпоследний тур проходит сегодня в Якутске, и финальный тур будет в Махачкале, где, в общем-то, кстати, и ваши ребята тоже туда приезжают, я имею в виду якутские спортсмены. Поэтому там уже определяется полностью расклад всех турнирных таблиц. Ну а на сегодняшний день в высшем дивизионе в Национальной студенческой лиге 41 команда. Это регулярные соревнования, которые проходят с марта по декабрь. Первые 7 ведущих команд — это Суперлига имени Гамулы, премьер-группа. Группа А — 13 команд, группа Б — 13 команд, о котором мы вот сейчас как раз и говорим, и группа В в основном для освобожденных территорий, краткосрочные турниры. Итого 41 команда сегодня в высшем дивизионе Национальной студенческой лиги. Но я еще не говорю про те 300, которые в общероссийском дивизионе, просто нам эфира не хватит. Такая масштабная, оказывается, работа проходит, когда ты далек от футбола, особенно женского, вот когда думаешь, боже, это же настоящая лига, то есть это практически профессиональные спортсмены, которые имеют возможность после окончания студенчества продолжить свою профессиональную карьеру на высоком достаточном уровне. Я вам скажу, почти половина сборной России когда-то играли у нас. Допустим, Матвей Сафонов, который сегодня подписал контракт с французами, он достаточно долго играл в Национальной студенческой лиге. Я уже не говорю о Фомине, Камличенко и много-много других футболистов, которые сегодня представляют профессиональные футбольные клубы. Ну, Дмитрий Александрович, вы вот, как ректор поддерживаете своих ребят, да? Они при этом также участвуют в соревнованиях по футболу. Вот какие еще успехи в спорте у студентов ДонГТУ? Еще хорошо у нас развит бокс. Значит, наш студент Луговской занял 2-е место среди студенческой лиги по боксу и 7-е место среди чемпионата России по боксу. То есть вот 2 таких сильных момента — это футбол и бокс. Но остальные виды спорта развиваются у нас тоже хорошими темпами, но это 2 таких основных направления. Но я уверена, что университет вообще славен не только, естественно, спортом, да, но и научными направлениями. Что бы вы хотели отметить? Вот в области горной промышленности мы уже услышали, машиностроение. В каких еще направлениях планируется сотрудничество и чем вы планируете поделиться с нами? Вы знаете, отрасли, которые поддерживаем мы вот с научной точки зрения, их не очень много. В основном это горно-металлургическое направление, экология. Вот в этих сферах, значит, мы сотрудничаем с многими вузами. Одни из самых сильных вузов-партнеров — это Санкт-Петербургский горный университет. И очень интересно, что мы будем сегодня с ними играть и здесь, на вашей земле, в Якутии. Это такой знак сверху. Это очень интересный момент. А какой настрой у ребят? Вы знаете, ребята бодрые. Даже вчера вечером они немножко прогулялись. Смещение по времени происходит. Да. Значит, да, и перелет, и долгое ожидание. Вот. Но мы надеемся, что силы не наберутся, вот, и отыграть хорошо. Ну, прогулялись свежо, видимо. Да, да. Оценили погодные условия. Андрей Николаевич, вот какие из последних игр вам запомнились вот особенно вообще в целом? Ну, будем так говорить. Я хочу похвалить в первую очередь вашу команду, потому что команда играет у нас 4-й сезон. Непростая была история. Благодаря Александру Викторовичу Черкашину было принято решение потихонечку восстанавливать большой футбол в республике Саха-Якутия. И несмотря на то, что в основном футболисты были из мини-футбола, он в свое время рискнул эту команду выставить. Потихонечку команда набирает обороты. Ну, честно вам скажу, наверное, очень интересная была встреча в Ставрополе, где вот именно Северо-Восточный федеральный университет играл с Казанским авиационным институтом КАИ. И я вам скажу, вот это вот было добыто
одно очко. На сегодняшний день пока это единственное очко у Северо-Восточного федерального университета. Но мне очень нравится эта команда. Мне нравится эта команда, потому что вначале они проигрывали по 8, по 7-0. Даже были и крупнее, считаю. Сегодня они на равных бьются, и даже во вчерашней игре с нашим лидером счет 3-1, а на футбольном поле была равная игра. Поэтому я запомнил эту игру там, тогда в Ставрополе, и от души желаю и приглашаю всех болеть за команду Северо-Восточного федерального университета на этом турнире. Это молодая, амбициозная команда, которая набирает обороты. Ну а наши трансляции в социальных сетях ВКонтакте все найдут, увидят, и чтобы болели вот за эту команду, за эту молодую. Я вам скажу, что то огромное количество детей, которые сегодня тренируются в манеже, которые я вчера увидел, они и будут потом приходить в эту команду университета и будут достойно защищать, я уверен, честь якутских спортсменов в профессиональных футбольных клубах. Спасибо за такую высокую оценку. Это очень лестно нам слышать. Мы непременно тоже поболеем или хотя бы посмотрим трансляцию. Спасибо вам большое и успехов, удачи, хорошего проведения соревнований. Приезжайте Спасибо. еще. Спасибо. Моя многонациональная семья под таким названием прошел первый фестиваль среди детских садов Алданского района. На конкурсной площадке сошлись 6 семей. Детей и взрослых ожидали весьма непростые испытания. Кроме того, семьи должны были раскрыть культуру и традиции своего народа. И с этой задачей участники справились отлично. Подробности в сюжете Татьяны Вахниной. Танцуем вместе. Гармонии и чарующей самобытности культур разных народов заиграл и заискрился фестиваль среди детских садов района под названием «Моя многонациональная семья». На сцене ТЮЗа, ставшей конкурсной площадкой, сошлись семейные команды. В ходе поединков участники полно и емко раскрывали традиции и культуру своего народа. Такой колорит, так интересно, все яркие, красивые, здорово. Отличный праздник, я считаю. В фестивале приняли участие 6 команд. Испытания оказались непростыми. Родителям и детям предстояло не только рассказать о семейных буднях и праздниках, совместных увлечениях и достижениях, но и показать зрителям и составу жюри таланты. Конкурсанты не могли не волноваться, и без поддержки друзей и близких им было не обойтись. Нам очень помогает наша команда, очень хорошая группа поддержки. Готовились все вместе, складчину, все близкие, все родственники, бабушки пришли. Садик обязательно в первую очередь, с плакатами, болеют за нас дружно. Конечно, любой праздник немыслим без угощений, и гости фестиваля голодными не остались. Каждая семья представила национальные яства своей кухни. Изобилие горячих блюд и закусок, десертов и напитков отвечало вкусам даже самых взыскательных гурманов. А хозяюшки щедро делились секретами приготовления своих коронных шедевров. И хотя классические рецепты бурсоха предполагают наличие минимального набора продуктов, в работе не исключено применение авторских секретов, небольших хитростей. Настроение, конечно, отличное, эмоции зашкаливают. Это такое событие. Конечно, готовиться тяжело, переживаешь все равно, но это того стоит. Инициатором проведения фестиваля выступил Алданский детский сад «Колобок», являющийся самым многонациональным в районе. Семейный праздник прошел впервые. Родившийся в год семьи, он имеет все шансы стать традиционным. Праздник получается великолепный. Сейчас сам разгар данного праздника. Родители все большие молодцы. Те, кто принял участие в этом мероприятии, я думаю, проигравших здесь совершенно не будет. Все звезды, все герои. Каждая семья представляет свою национальную культуру. Это первый подобный фестиваль, но я думаю, что это будет уже традицией. И почему инициатором выступает «Колобок»? Потому что детский сад «Колобок» – это самый многонациональный детский сад в Алданском районе. Пожалуй, сложнее всего пришлось составу жюри. Однозначно определить лучшую семью оказалось просто невозможно. И проигравших в фестивале действительно не было. Яркие и сильные стороны каждой команды были оценены по достоинству, и лидеры определились во всех утвержденных номинациях. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Проснувшись рано утром, многие из нас не любят смотреть в зеркало, потому что в эти ранние часы на вас оттуда смотрит другой человек, только что проснувшийся и немного отекший. Конечно, все меняется после утреннего мациона и просмотра нашей телепрограммы, но тем не менее давайте узнаем, что такое отеки в нашей рубрике «Мой доктор». Доброе утро! Главные факторы, способствующие развитию отека, это изменение биохимического состава плазмы крови и тканевой жидкости, гормональные сдвиги, повышение проницаемости капилляров, затруднение оттока венозной крови и лимфы, нарушение газообмена и выделительной функции почек, также застойные явления при сердечной недостаточной, малоподвижном образе жизни и критической ишемии, когда человек из-за боли вынужден спать с опущенной ногой. Истинный отек может быть местным и общим. При общем отеке жидкость накапливается во всем организме. При местном она задерживается на больном участке тела. Каждый из этих двух видов имеет множество разновидностей. Рассмотрим сегодня основные из них. Отеки могут возникать как на видимых частях тела, ногах, руках, лице, так и на внутренних органах. Причины скопления жидкости и появления отеков могут быть самыми разнообразными. Легкие отеки, проходящие сами по себе, могут возникать после длительного стояния или сидения, например, после длительного перелета. Если вы заметили, что у вас есть отек, который не проходит, обязательно обратитесь к терапевту и ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Будьте здоровы! На самом деле, когда речь идет о здоровье, необходимо учитывать все факторы, которые могут повлиять на его состояние. Так ты задумывался, что многие, например, ароматы влияют на наше эмоциональное состояние и настроение? Вот почувствовал, особенно в холода, запах мандарины, такой: скоро Новый год. Нет, конечно. Например, даже можно сказать больше, да, вот разные запахи, например, запах кофе бодрит с утра, запах костра навевает на раздумья, запах жареной картошечки с луком пробуждает аппетит, а запах нового автомобиля дарит немного счастья. Ну, вообще, натуральная кожа всегда дарит счастье. У тебя с автомобилем, у меня с новой сумкой. Запах новой сумки, да? Да. Ну а прямо сейчас расскажем о пользе ароматов в комплексной профилактике острых респираторных вирусных инфекций с применением ингаляционного воздействия натуральных масел, что не менее полезно в холода. Доброе утро, Республика! Меня зовут Анастасия, и я мастер по созданию ароматов. И сегодня я вам расскажу, как с помощью ароматов можно провести профилактику различных заболеваний, таких как ОРЗ и ОРВИ, потому что сейчас начался сезон такой холодный, когда мы все этому подвержены. Многие помнят, как в детстве нам вешали на шею кулончики, в которых был зубчик чеснока, который должен был отгонять все болезнетворные бактерии. Но когда мы выросли, сейчас очень трудно представить, как мы идем на работу, источая запах чеснока. Поэтому этот лайфхак можно заменить другим и использовать приятные аромамасла, которые обладают натуральным антисептическим действием. Это, например, такие масла, как чайное дерево или, например, можжевельник. Можжевельник приятно и очень натурально пахнет. И также этот аромат можно использовать как в моноварианте, так и смешать его с такими, например, ароматами, как эвкалипт или корица. Корица еще и придаст вам новогоднее настроение и будет вас радовать в течение дня. Этот аромат вы можете нанести как на себя, так и добавить в аромакулончик, который вы можете повесить на шею себе или своему ребенку. Помимо аромакулончика вы также можете нанести аромат на свою кожу. Вы можете нанести его как где-то возле лица, в районе шеи, также и на запястье, чтобы когда вы жестикулировали, этот аромат создавал облачко вокруг вас, которое вы будете вдыхать. К началу ноября в Якутии уже наступили 20-градусные морозы, озера и реки уже покрылись достаточно крепким слоем льда. Это время – ответственная пора подготовки на зиму, ведь наступило время традиционной подледной рыбалки на карася – мунха.
Ну кто о чем? А также по всей Якутии идет активная заготовка льда. Об этих двух национальных традициях, которые передаются из поколения в поколение, расскажет наша рубрика «История в деталях». Здравствуйте, я Егор Пеньков, ведущий методист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Сегодня мы хотим рассказать вам о сюжете под названием «Лед на зиму», отснятый в Восточно-Сибирской студии кинохроники, который запечатлел оператор Никандр Саввинов. В кадре мужчины на реке Лена, под рукой сани, пешня и лопаты. В Якутии, как только ударят 20-градусные морозы, приступают к традиционной заготовке льда. Сперва нужно расчистить акваторию реки от снега, затем сделать прорубь. Живое серебро, кусочки чистейшего льда один за другим загружать в грузовик. Один пилит глыбы, другой складывает их в кузов. Этой трудоемкой работой нужно заниматься каждую зиму. О необычном способе заготовки воды снимали не только в советское время. Даже сейчас этот трудоемкий и захватывающий процесс вызывает интерес у многих туристов. Многим зрителям эти кадры, возможно, навеют приятные воспоминания о своем детстве. Каждый, кто рос и сейчас живет в селе, занимался такой работой. Занести готовый лед, аккуратно наколоть его, а главное – поставить чайник и готовиться к ужину, чтобы вечером вместе со всей семьей пить вкусный и горячий чай. В Якутии сейчас сезон мунха, золотой рыбы, карася. Издревле это главная промысловая рыба на большей части территории Якутии. Впервые подробно описал биологию якутского карася знаменитый ихтиолог Федор Кириллов. В 1948 году он прошел более 1500 километров на грибных лодках. И вместе с коллегами из Академии наук он пришел к выводу, что карась, населяющий озера Центральной Якутии, относится к ранее неизвестному науке подвиду – золотого карася, а содержание микроэлементов, а также полиненасыщенных жирных кислот в мясе карасей зимнего улова значительно выше, чем в теплое время года. На великом множестве озер Якутии промышляли больше 1000 рыбаков. Совхозы Колымский и Вильнюсский, Индигирский и Кобяйский, Быковский, Якутский рыбзавод, объединение Якут-Рыбпром выловили для республики 6000 тонн рыбы. Из них 132 на счету бригадира Никифора Новгородова, потомственного рыбака. Он, как и его коллеги по бригаде, и как многие рыбаки, мастера рыбалки, профессионалы высокого класса. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. Далее блок новостей. Кабмин предложил ограничить рыночные заимствования регионов. Из поправок к проекту трехлетнего федерального бюджета следует, что долг региона по государственным ценным бумагам и кредитам не должен превышать 25% от общего объема доходов его бюджета в 2025-2039 годах, если он претендует на реструктуризацию кредитов. Поправки внесены ко второму чтению проекта бюджета. Изменения коснутся статьи, в которой говорится о реструктуризации бюджетных кредитов регионам. Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на работников культуры. Правительство России должно будет при запуске программы «Земский работник культуры» с начала 2025 года распространить на таких специалистов положения и льготы дальневосточной и арктической ипотеки. Такое поручение Владимир Путин дал по итогам Восточного экономического форума. Мера предусматривает осуществление единовременной выплаты в размере 2 миллионов рублей специалистам в случае их переезда в ДФО, а также распространить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Иностранцам могут упростить получение электронных виз для въезда на Дальний Восток в туристических целях. Рассмотреть такую возможность поручил президент России Владимир Путин. Проработать вопрос предстоит председателю правительства страны Михаилу Мишустину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе МВД Владимиру Колокольцеву и директору ФСБ Александру Бортникову. Доклад главе государства они представят до 15 апреля следующего года.
«Путь президента» состоялся показ документального фильма о первом президенте Республики Саха-Якутия Михаиле Ефимовиче Николаеве. Показ картины прошел в преддверии празднования дня его рождения. Режиссером фильма выступил заслуженный деятель искусств России Никита Аржаков, сценарист, народный писатель Якутии Владимир Федоров, оператор Юрий Бережнев. Как отмечают авторы, у Николаева был длинный путь и неординарная судьба. Трудное детство, военные годы, студенчество, которое совпало с восстановлением страны, испытания 90-х годов, через которые первый президент провел многонациональный народ Якутии с верой в безграничные возможности для родной республики, навсегда оставшись в памяти якутян создателем новой Якутии в новой России. Все это и нашло отражение в документальном фильме. Его путь – это очень сложный и в то же время очень такой жизненный путь, очень особенный путь. Мы много включили его высказывания насчет философов. Он очень любил Кулаковского. Тут очень важная роль, много мы уделили Кулаковскому, его произведениям. И как бы этот фильм, мне кажется, этот фильм монолог, как будто мы разговариваем с Михаилом Ефимовичем. Тем временем зампред правительства региона Анатолий Семенов предложил присвоить имя первого президента республики Михаила Николаева межвузовскому кампусу, который возведут в региональной столице. Он отметил, что Михаил Николаев ставил во главу угла развития человеческого капитала, делал все возможное, чтобы одаренная и активная молодежь могла найти свое призвание и реализовать свой потенциал в республике. Семенов считает, что создание межвузовского кампуса мирового уровня в Якутске даст эти широкие возможности. В Ленске состоялся первый семейный форум «Родные и любимые». В нем приняли участие семьи, которые стремятся сделать свои отношения еще гармоничнее. Родители вместе со своими детьми могли посетить различные мастер-классы, поучаствовать в играх и конкурсах. Представители общественного движения «Союз своих» рассказали о своей работе. Семьи поучаствовали в творческих активностях и обменялись опытом. Форум приурочен Году семьи в России. В ходе форума заместитель главы района Анна Барбашева вручила 2 молодым врачам, прибывшим работать в Ленской ЦРБ, сертификаты на единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. В самом раннем детстве это игровая деятельность, затем это учебная деятельность, и затем трудовая деятельность. Но вот здесь коснемся немножко возрастной психологии. Если ребенок маленький, у него ведущая деятельность игровая. Если мы отберем у него игрушки, то развитие уже пойдет не так. Это обязательно. Ролевые, сюжетные игры для ребенка – это очень важно. Он учится жить, он копирует своих родителей. Да? Запомните, ребенок учится тому, что видит у себя в дому. К этому часу это все новости. Хорошего продолжения дня. Доброе утро всем! Итак, прежде чем мы встретимся со следующим гостем, предлагаю к просмотру небольшой ролик. Ты дома, родная, а мы теперь все живем в тебе, в твоем сердце и в твоей памяти. Во второй половине XIX века в Якутии свирепствовала черная оспа. В народе болезнь представляли как злой дух в облике женщины. Эпидемия полностью уничтожила несколько поселений и родов. Но одной девочке удалось выжить. Звали ее Кандыкан. Легенда о Кандыкан вдохновляет нас на сохранение и передачу традиционных знаний и культуры коренных народов Севера. Через ее историю мы показываем важность сохранения наших корней. Мы создаем различные креативные цифровые проекты, рассказывающие о Кандыкан и культуре коренных народов Севера. Мы стремимся объединить разные сообщества вокруг миссии Кандыкан, показывая всему миру уникальность и значимость нашего наследия. Мы верим, что через объединение усилий мы сможем не только сохранить, но и передать будущим поколениям богатую культуру и традиции наших предков. И теперь с космических просторов мы заявили всему миру о важности и хрупкости Севера и его наследия. Ведь Север — это фундамент нашей планеты.
В Якутии стартовал федеральный форум «Цифровой алмаз». Участие в форуме принимает более 2600 человек. Среди гостей руководитель Центра социально-культурных решений «Агрегатор счастья», посол мира Марина Волкова. И сегодня она в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Марина, расскажите, как вы познакомились с проектом «Кандыкан»? Знаете, все не происходит случайно. Летом этого года, по-моему, в начале июня, я услышала впервые слово «Кандыкан» и задумалась, что же это такое. Интернет в помощь. Я загуглила. Да, потом так получилось, что мы связались с ИЛААН, а дальше агентство цифровой информации организовало при поддержке правительства поездку сюда, в Якутию. И я впервые летом познакомилась с вашим удивительным краем. И вот с этой куколкой. А знаете, почему я говорю, все не случайно? У нас есть большой международный проект «Мир рисует счастье». Это проект Ассамблеи народов Евразии и Африки, когда дети разных стран рассказывают о счастье. А что такое счастье? Это в первую очередь семья, традиции, ценности. Да? А куколка Кандыкан как раз об этом. Она несет в себе миссию рассказать об истории наших предков, сохранить это на будущее. Поэтому вот возникла такая синергия, и я приехала сюда, познакомилась лично с командой, с куколкой и погрузилась в культуру Якутии. Потрясающе. Но это, правда, такая счастливая история, которая помогает дальше развивать это направление. По итогам визита было обсуждено возможности взаимодействия, да, Центра получает социальное культурное решение «Агрегатор счастья» и проекта «Кандыкан». Вот какие были итоги, достигнуты уже летом? Ну, во-первых, да, так как я познакомилась с детьми, с уникальными детьми студии «Кандыкан», я вообще счастливый человек, но когда я увидела эти светящиеся лица, я поняла, что я попала в точку. И знаете, чуть-чуть дальше, я когда вернулась и всем рассказывала, где я была, я называла это республикой счастливых людей. Мне говорит: Марин, почему? Я говорю, потому что там все наполнены счастьем, здесь, наверное, быть по-другому нельзя. И дети с радостью и вместе с ИЛААН влились в наш проект «Мир рисует счастье». Они прислали рисунки. А так как у нас одна из тем была связана с космосом, и председателем жюри является Олег Артемьев, космонавт России. Вот с ним, кстати, можно познакомиться, он на обложке нашего журнала. Поэтому куколка Кандыкан, в то время она как раз была на космической орбите, и дети рисовали, конечно, куколку. Они прямо на огромной скорости вошли в наш проект. И в сентябре уже ребята приехали в Москву, куда приехали дети из, сейчас точно не помню, по-моему, 48 регионов Москвы и 2 стран, и вот вместе начали общаться. Вместе зародилось новое движение. Здорово. А что ожидает Кандыкан в ближайшее время? Какие планы? Знаете, вот как раз я сейчас приехала на форум «Цифровой алмаз». Кто-то говорит, а при чем тут счастье и цифра, да, как это взаимодействует? Но у нас же не просто фестиваль, у нас фиджитал-фестиваль, да, когда идет совмещение и цифры, и реалий. И вчера мы анонсировали, могу сейчас сказать в прямом эфире, наверное, еще этого никто не слышал, совместно с Кандыкан, с Ассамблеей народов Евразии и Центром «Агрегатор счастья» международную акцию. И она называется «Мы – это счастье наших предков и будущее нашего мира». А в чем смысл этой акции? Дети со всего мира будут записывать цифровые послания о счастье, о традициях, о семейных ценностях. И все это будет им посланием в будущее. Это будет закладываться в капсулу времени, которая в следующем году, летом, у вас есть точка холода. Подскажите мне название. Полюс холода? Аймикон? Да. Именно вот туда мы поедем, и эту капсулу там заложим, чтобы будущие дети прочитали, что же такое счастье. А как можно поучаствовать детям в этом проекте? Я думаю, что сейчас на сайте Кандыкан, фонда Кандыкан, будет огромная информация, и мы будем очень рады включениям, потому что, знаете как, здесь очень важно именно детям проявить себя. Почему еще я так про детей очень много? Мы все рождаемся быть счастливыми. Согласны же? Да. И если счастливые дети, то что значит? Счастливые взрослые, счастливые семьи, счастливый мир. И мне кажется, это задача всех нас объединяет.
Здорово. Вообще, я очень рад, что вижу вот такое вот печатное издание и с таким названием «Агрегатор счастья». Сейчас вот куда ни посмотришь, везде какое-то, ну, бывают такие новости, такие, которые вот текучка, да, от нее даже настроение падает. Можете поподробнее рассказать про ваш журнал? Да, конечно. Знаете, несколько лет назад, когда случилась пандемия, а у нас в это время шел проект. Мы решили детей Москвы обучать фотографии, журналистике, блогерству и развитию компетенций. Случилась пандемия. Но мы так подумали с командой. Ну, во всем ищем плюсы, как нас учили. Что мы сделали? Мы пригласили в проект не только детей Москвы, а всей России. Мы стали создавать шедевры, я не побоюсь этого слова, потому что дети пишут сердцем. Потом встал вопрос, хорошо, а куда эти шедевры, где публиковать? Причем они открывают разные темы, взрослые темы, да, про которые читают взрослые люди. И мы решили создавать свой журнал. Но вначале, это, знаете, это сейчас такое полноценное издание. Не знаю, я предлагаю вам его тоже полистать. Это потрясающе. Было 4 страницы. Но потом мы стали его наполнять, возникли рубрики. И что интересно, этот журнал пишут не только дети, да, а пишут наставники, пишут известные люди, делятся своими секретами, рецептами счастья. И когда у меня спрашивают, а кто же целевая аудитория там журнала, да, я всегда говорю, это семья. То есть это для всех без... Все это никто. Нет, я говорю, это семья, это то, что нас объединяет. Спасибо, Марина, вам большое. Спасибо, очень интересно. Я уверена, что аудитория расширится, потому что счастье необходимо всем, абсолютно без исключения. Да, и сегодня, кстати, еще и Всемирный день добра. Да. Так что поздравляем. О, спасибо, так что поздравляю. очень удачно зашли. Да, спасибо. Спасибо Дорогие вам. друзья, мы услышали сегодня очень много интересного о потрясающих направлениях развития счастья наших детей, истории наших предков, сохранения культуры, поэтому присоединяйтесь ко всем проектам, но и оставайтесь вместе с нами. Всем доброго утра. До завтра. Доброе утро.